Здравствуйте! Сегодня нашему вниманию представлена выставка, посвященная 300-летию прокуратуры России. Без малого 300 лет отделяет нас с того времени, когда император российский Петр I подписал указ, данный Сенату. Надлежит быть при Сенате генерал-прокурору и обер-прокурору, также во всякой коллегии по прокурору, которые должны будут рапортовать генерал-прокурора. Первым генерал-губернатором был назначен Павел Иванович Ягужинский, честность и неподкупность которого особо ценил Петр I. Суть обязанностей генерал-прокурора сводилась к повсеместному и постоянному надзору и контролю за действиями и решениями правительствующего Сената, других центральных и местных учреждений. Под надзором прокуратуры оказалась преимущественно вершина тогдашней системы управления – высшие и коллегиально устроенные центральные учреждения. После смерти Петра I в 1725 году в условиях борьбы придворных группировок за власть роль прокурорского надзора заметно снизилась. Усиливалось влияние фаворитов на монархов. В результате узаконения о прокуратуре не принимались, новые прокуроры на должность не назначались, а уже назначенные определялись на другие посты. И только при Екатерине II роль прокуратуры начала возрастать. Правовой основой деятельности Института прокуратуры в последней четверти XVIII – начале XIX столетий являлось учреждение для управления губернией Всероссийской империи, вступившее в силу в ноябре 1775 года. 8 сентября 1802 года Александр I подписал манифест об учреждении министерств, согласно которому образовано Министерство юстиции и произошло объединение должности генерал-прокурора и министра юстиции. Впервые на прокуратуру возлагался надзор за следствием, поскольку в ведение Министерства юстиции впервые передавалось управление судебной системой. В Якутском крае с момента его включения в состав Российской империи в XVII веке и до изменения административного устройства в 1784 году военная, гражданская, судебная и полицейская власть была сосредоточена в руках воеводы. С губернской реформой 1775 года наряду с прокурорами появился институт стряпчих на местах. Появились представители надзорного органа и в Якутии. Об этом в памятной книжке Якутской области на 1863 год в статье Иосафа Сергеевича Москвина «Воеводы и начальники города Якутска и их действия» написано так. С 1 января 1775 года последовало учреждение провинции. За этим 15 февраля этого же года открыта в Якутске камера прокурорская, и первым прокурором был Василий Никифорович Рожнев. При нем секретарем Федор Лоскутов и 2 писца. 11 июля 1851 года император Николай I утвердил положение об управлении Якутской областью. Главным изменением стал вывод Якутской области из ведения иркутского гражданского губернатора. Якутская область на правах губернии впервые получила право иметь губернатора. Первый гражданский губернатор, действительный статский советник Константин Никифорович Григорьев прибыл в Якутск и приступил к своим обязанностям в апреле 1852 года. Существенному изменению подверглась судебная система области. Взамен Якутского уездного суда учреждался Якутский окружной суд. С 1 января 1852 года введена должность Якутского областного прокурора, обладавшего правами губернского прокурора. После Октябрьской революции Советская Россия вступила без прокуратуры и суда. Декрет о суде номер 1 от 24 ноября 2017 года упразднил дореволюционную прокуратуру без замены ее на советскую прокуратуру. Устанавливались 2 вида судов – народные суды и революционные трибуналы. Днем образования советской прокуратуры считается 28 мая 1922 года. День принятия постановления в ЦИК РСФСР «Положение о прокурорском надзоре».
Государственная прокуратура была утверждена в составе Наркомата юстиции и находилась в ее подчинении до 1933 года. Постановлением Ревкома Якутской АССР от 27 мая в 1922 году были образованы и с 1 июня того же года начали свою деятельность первое Временное правительство Совет народных комиссаров Якутской АССР во главе с Платоном Алексеевичем Аюнским. В течение года Ревком работал над первыми правовыми документами по советскому государственному строительству. В августе этого же года Ревком ввел в Якутской АССР положение о прокурорском надзоре и адвокатуре. После длительной подготовительной работы 27 декабря 1922 года начал свою работу первый Всеякутский учредительный съезд Советов, положивший начало деятельности высших органов государственной власти. Съезд работал с 27 декабря 1922 года по 19 января 1923 года. Избранники якутского народа законодательно закрепили образование Якутской автономной Советской Социалистической Республики. Было образовано правительство Якутской АССР, Совет народных комиссаров. Первым прокурором и народным комиссаром юстиции назначили Александра Дмитриевича Стефанюка, члена ЯЦИК. В 1933 году была учреждена прокуратура Союза Советских Социалистических Республик. Новое положение о прокуратуре СССР определяло ее правовой статус как самостоятельного государственного органа, установило единство прокуратуры, ее организационную вертикаль, а также обеспечило права и обязанности прокуроров. Прокуратура Верховного суда СССР была упразднена. Свою первоначальную функцию она выполнила, и теперь требовался другой орган, более мобильный и оперативный, способный сцементировать всю прокурорскую систему. С образованием в 1933 году единой централизованной системой прокуратуры СССР прокуратура Якутской ССР стала ее составной частью. С началом Великой Отечественной войны из Якутии было мобилизовано и ушли добровольцами около 17 тысяч человек. Всего за годы Великой Отечественной войны из Якутии на защиту Родины было направлено более 62 тысяч человек. Многие работники советской прокуратуры уходили в Красную армию, в том числе и 23 работника прокуратуры Якутии. Их имена навсегда вписаны в историю Великой Отечественной войны. Оставшимся в тылу прокурорам приходилось работать в сложных условиях сокращения штатов. Нагрузка и ответственность военного времени возросла многократно. Прокуратуру республики в военный период возглавляли Виктор Николаевич Смоленинов, Петр Иванович Ларионов. Завершение Великой Отечественной войны, восстановление народного хозяйства страны, конец эпохи сталинизма. Деятельность органов прокуратуры была направлена на устранение ущерба, причиненного войной, укрепление законности в сфере экономики. Проходили организационные преобразования органов прокуратуры, восполнялись потери в кадровом составе, создавалась система повышения образовательного уровня работников. Смерть Иосифа Сталина в 1953 году повлекла за собой большие перемены в стране. Смягчение администрирования, реформы по гуманизации системы власти, амнистию. Отказ от сталинской политики во время так называемой хрущевской оттепели ознаменовался принятием в мае 1955 года нового положения о прокурорском надзоре в СССР. Прокурорский надзор, его функции и полномочия были расширены особой направленностью на защиту прав и законных интересов граждан. С 1953 до 1961 год прокуратурой республики руководил Федор Михайлович Шлепаков. Июнь 1954 года. В Якутской ССР создана правительственная комиссия по пересмотру дел осужденных за контрреволюционные преступления, содержащихся в лагерях, колониях и тюрьмах МВД СССР и находящихся в ссылке на поселении.
Председателем комиссии назначили прокурора республики Шлепакова, членами комиссии министра внутренних дел Подгаевского, министра юстиции Качайцева, председателя КГБ Горбатова. Посмертно были реабилитированы много известных людей республики. Пивзняк, братья Габышевы, Аржаков, Жирков, Акаемов, Шараборин, Иванов, Лисе, Абабурка, Сокольников, Лебедкин, Халмакшеев и многие другие. Платон Аюнский, которого считали одним из организаторов буржуазно-националистического подполья иностранным шпионом, был посмертно реабилитирован 15 декабря 1955 года. В следующем, 1956 году, также посмертно был реабилитирован Максим Кирович Амосов, по цитатам из материалов дела, махровый националист, шпион, организатор многих восстаний в Якутии. Вслед за ним реабилитировали Барахова, Васильева, Ксенофонтова, Байкалова, Альпировича, Захаренко, братьев Донских и многих-многих других. Бывшие прокуроры и наркомы юстиции Якутской ССР Емельянов и Пономарев были репрессированы в числе 25 подсудимых по центральному делу, боровшихся открыто с произволом ГПУ. Долгое время содержались под стражей. Пономарев Алексей Андреевич добился своей реабилитации при активном содействии прокуратуры Якутской АССР только в 1955 году. Затем он же в 1974 году неоднократными заявлениями добился пересмотра дела и посмертной партийной реабилитации Ивана Дмитриевича Емельянова. В 60-е годы XX века верх взяли партийные функционеры, и под их давлением эта правозащитная деятельность была фактически свернута. В результате миллионам жертв политрепрессий, восстановление их доброй памяти и снятие проклятого ярлыка врага народа задержалось еще на целых 3 десятилетия. Наступает период перестройки, демократизации, гласности. Общество начинает принимать активное участие в развенчании многих идеологических догм. В январе 1989 года Президиум Верховного Совета СССР издал указ о реабилитации лиц, репрессированных в несудебном порядке. В том же 1989 году органы КГБ и прокуратуры Якутии рассмотрели 1200 дел репрессированных в несудебном порядке и реабилитировали около 1500 человек. К концу 80-х годов в результате происходящей в стране перестройки государством стали признаваться некоторые демократические ценности, такие как гражданские и политические права человека, разделение властей, парламентаризм. Провозглашалась задача формирования в СССР гражданского общества. После августовского путча 1991 года 3 прибалтийские республики заявили о своем выходе из состава СССР. И в сентябре 1991 года президент СССР Горбачев признал данный факт своими указами. А вскоре, 8 декабря 1991 года, президенты России, Украины и Белоруссии подписали соглашение о создании Содружества независимых государств СНГ. Правопреемником СССР стала Российская Федерация. Так возникло новое государство и был взят курс на демократизацию общества. В связи с созданием СНГ постановлением Президиума Верховного Совета РСФСР в декабре 1991 года, со 2 января 1992 года прокуратура СССР была упразднена. Таким образом, советская прокуратура, созданная 28 мая 1922 года, спустя почти 70 лет, прекратила свое существование. На базе действовавших на территории России органов прокуратуры Верховный Совет РСФСР образовал единую систему органов прокуратуры, подчиненную Генеральному прокурору РСФСР. 17 января 1992 года был принят закон Российской Федерации о прокуратуре Российской Федерации, с которого начался новый этап развития прокуратуры как государственного органа с особым статусом. В
1990 году прокурором республики был назначен Колмогоров Василий Васильевич. Как вспоминает сам Василий Васильевич, тогда было трудное для страны время, проводилась печально известная экономическая реформа. Августовский путч 1991 года показал всю глубину системного кризиса. Несмотря на Горбачевскую перестройку, появилось большое количество противоречивых нормативных актов, предпринимались попытки неверно истолковывать и обойти закон. 27 мая 1994 года указом президента Российской Федерации Колмогоров Василий Васильевич назначен заместителем генерального прокурора Российской Федерации. Василия Васильевича на посту прокурора республики сменил Политинский Николай Егорович. Он руководил ведомством до 2003 года, в сложный переходный этап в общественно-политической жизни России. На протяжении 90-х годов органы прокуратуры работали в условиях больших перемен и потрясений в стране. Развал СССР, ваучеры и дикая приватизация, галопирующая инфляция, чеченская война, дефолт 98 года. Миллионы граждан России теряли практически все свои рублевые сбережения. Аферы МММ, теракты в Буденновске, Буйнакске, Москве, Волгодонске, отставка Ельцина. С названным преемником Владимиром Путиным связывали большие надежды, ведь в стране были так нужны перемены и порядок после 10 лет полуанархической демократии. С началом 2000-х годов начался процесс укрепления государственности России и последовавший в связи с этим рост значимости деятельности федеральных институтов власти, в том числе и органов прокуратуры. За 300-летний срок своего существования российская прокуратура прошла несколько этапов своего развития, отличающихся наличием у нее специфических функций и полномочий, а также места, которые она занимала в тот или иной период времени в системе государственных институтов страны. Продолжается кропотливая работа на достижение единых целей обеспечения верховенства закона, единства и укрепления законности, защиты прав и свобод человека и гражданина, охраняемых законом интересов общества и государства. Спасибо за внимание. До новых встреч в нашем музее, где вы сможете более детально ознакомиться с экспозицией и посмотреть другие выставки.